Шестой накил, говорит шейх Мухаммад ибн Абдул Вахаб, алейхи рахматуллах. Ман истахзаа бишейин мин дини Аллахи, ау thawabихи, ау икабихи кафар. والدليل قوله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Кто насмехается над чем-либо из религии Аллаха или насмехается над его наградой или его наказанием, то такой становится кафиром. И доводом является слова Всевышнего Аллаха, где он говорит: скажи, над Аллахом, его знамениями, его посланником вы насмехались, не оправдывайтесь, вы стали кафирами после вашей веры. То есть вы проявили неверие после веры. Говорит шейх Абу Аззам. Первый рассматриваемый вопрос — это то, что насмехаться над чем-либо из религии Аллаха. Такой человек в действительности не покорился Аллаху. Не покорился Аллаху в чем? В возвеличивании Аллаха. Сказал шейх аль-Ислам ибн Таймия, алейхи рахматуллах: «Инна линкияда иджлялун ва икрам, ва листихфафа иханатун ва изляль». Инкияд — это почтение и уважение. Покорился человек, почитая и уважая. А истихфаф — это пренебрежение и унижение. И далее шейх говорит: «Вахаза диддан, фамата хасуля фил кальби ахадухума интафаль ахар». И эти вещи, они противоположны друг другу. Инкияд и истихфаф. И когда в сердце есть одна из этих вещей, то другая уходит. То есть другая отталкивает эту вещь. Фаулима анна листихфафа ва листиханата бихи юнафиль иман. И стало известным, что истихфаф, пренебрежение, унижение и так далее, насмехательство, оно что? Нарушает иман, нарушает веру. Мунафата дидди лиддид. Как нарушает одна противоположность другую. То есть когда в сердце человека есть вера, это отталкивает что? Неверие. Когда в сердце человека есть неверие, это отталкивает что? Веру. Конец его слов. Второй рассматриваемый вопрос. Ученые разъяснили, что насмехательство над Аллахом или его посланником, или насмехательство над его наградой, то есть наградой Всевышнего Аллаха, или над его наказанием, является куфром в отношении Аллаха. И далее шейх говорит: я приведу некоторые из слов ученых. Сказал Ибн Хазм, алейхи рахматуллах: «Амма ман сабба Аллаха, фама аля захри ал-арди муслимун юхалифу аннаху кафар». Что касается того, кто оскорбил Аллаха, то не найдешь ты на земле мусульманина, который противоречит тому, что такой стал кафиром. Нет на земле ни одного мусульманина, который скажет, что такой не стал кафиром. Такой стал кафиром, и никто этому не будет противоречить. Сказал также Ибн Хазм: «Сахха бин насси анна кулля ман истахза биллахи та'аля ау би малакин мин аль-малаика ау би набийин мин аль-анбияи алейхимуссалям ау би аятин мин аль-Кур'ан ау би фаридатин мин фараид ад-дин фахия куллуха аятуллахи та'аля бa'да булуг аль-худжати илейхи фахуа кафир». Он говорит: пришло достоверно текстом, что тот, кто насмехается над Аллахом, субханаху ва та'аля, или над ангелом из числа ангелов, или над пророком из числа пророков, или над аятом из Корана, или над фардом из обязательных предписаний молитвы, то есть все это является знамениями Аллаха, что такой становится кафиром. Он говорит, что такой становится кафиром. То есть насмехается над аятом из Корана и так далее. То есть после того, когда до него дошло, что это аят Корана. Понятно, да? То есть после того, когда до него дошел Коран. Или насмехается над кем-либо из пророков, если он, например, из Ахлюль Фатра, до которых не дошел Коран. И насмехается, то есть не знает, что он пророк. После того, когда до него дошло, что он пророк, он становится кафиром. И говорит шейх Аль-Куртуби от Аль-Кади Ибн Араби, рахимахум Аллах: «Вахуа яшраху мавкиф аль-мустахзиина фи газвати Табук». И он передавал, то есть разъяснял положение насмехающихся в походе на Табук. Он говорит: «Ла яхлу ан якуна ма калуху мин залика джаддан ау хазаля. Вахуа кейфама кана кафар». Он говорит, не является скрытным, что то, что они сказали, это либо они сказали по причине того, что они всерьез это сказали, или шутя. И далее он говорит: и как бы они ни сказали, это является куфром, то есть серьез или шутя. Фаинна лхазаля биль куфри куфрун. Так как насмехательство, то есть шутить, куфрум является куфром. Ла хиляфа фихи бейн аль-умма. И нет в этом среди уммы разногласия. Фаинна тахкика аху аль-ильми валь-хак, валь-хазаля аху аль-батили валь-джахль. Ибо тахкик, подтверждение, установление, это брат, как говорят, брат знания и истины. А насмехательство и забавы и так далее, это брат невежества и заблуждения. Конец его слов. И сказал шейх аль-Ислам ибн Таймия, алейхи рахматуллах: «Инна аль-истихзаа биллахи ва аятихи ва расулихи куфрун. Якфуру бихи суахибуху ба'да имани». Насмехаться над Аллахом и его знамениями, и его посланником является куфром. И тот, кто делает подобное, становится кафиром после того, как он уверовал. Третий рассматриваемый вопрос. Причина неспосылания этого аята, где Всевышний Аллах говорит: «Скажи, над Аллахом и его знамениями, и его посланником вы насмехались. Не оправдывайтесь, вы стали кафирами, то есть проявили неверие после веры». Передал Ибн Джарир от Абдуллаха ибн Умара, радиаллаху анхума, что он сказал: «Каля раджулун фи газвати Табук
التبوك في مجلس ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. Один человек, когда мусульмане шли на Табук в этом газавате, в одном меджлисе, в одном собрании сказал: я не видел подобных этим нашим чтецам. Я не видел более прожорливых, чем они, более лживых и более трусливых, чем они. Более трусливых, когда встречаются с врагами. Факаль раджулюн фил масджид. И один из тех, кто там присутствовал, он сказал: казабта, ты солгал, валякиннака мунафик. Однако ты мунафик. Ля ухбиранна Расуль Аллахи саллаллаху алейхи вассалям. Я непременно расскажу об этом пророку саллаллаху алейхи вассалям. Фабалага ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن فقال عبد الله بن عمر. И эта весть дошла до пророка саллаллаху алейхи вассалям, и были ниспосланы эти аяты. И далее передатчик Абдуллах ибн Умар продолжает, он говорит: «Ана раайтуху мутаалликан бихакаби накати Расулиллахи саллаллаху алейхи вассалям тунаккибуху аль-хиджарату ва хуа якуль: я Расуль Аллах, иннама кунна нахуду ва наляб». Он говорит: я видел, как тот человек, который насмехался, который сказал эти слова, он схватился за узду верблюдицы пророка саллаллаху алейхи вассалям, и она волочила его до такой степени, что камни царапали его ноги, то есть резали его ноги. И он говорил: о посланник Аллаха, мы лишь болтали и забавлялись. На что пророк саллаллаху алейхи вассалям отвечал ему лишь аятами: «Валя ин саальтахум ла якулунна иннама кунна нахуду ва нал'аб. Куль абиллахи ва аятихи ва расулихи кунтум тастахзиун. Ла تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين». Если ты их спросишь, они непременно скажут: мы лишь болтали и забавлялись. Скажи: над Аллахом и его знамениями и его посланником вы насмехались. Не оправдывайтесь, вы проявили неверие после вашей веры. Если мы простим кому-либо из вас, то накажем других, потому что они являются преступниками, муджримин. Четвертый рассматриваем вопрос. Те, которые Всевышнего сказал: «Ля та'тадиру кад кафартум ба'да иманикум», не оправдывайтесь, вы стали неверующими после веры. Они были мунафиками, которые скрывали куфр, или же были мусульманами, которые стали кафирами после того, как уверовали, по причине насмехательства. Относительно этого ученые разделились на два мнения. Первое. Шейхуль Ислам, его книге «Ас-Саримуль Маслуль», обнаженный меч, он сказал, что эти аяты были ниспосланы относительно мунафиков. И это мнение Ибн Аббаса и Ибн Мас'уда, радийаллаху анхума. Второе мнение, которое передается также от шейхуля Ислама Ибн Таймии, но в его другой книге «Аль-Иман», которую он составил после вот этой книги «Ас-Саримуль Маслуль», после книги «Обнаженный меч», он говорит, то есть получается это его поздние слова, и это и есть мазхаб шейхуля Ислама Ибн Таймии. Он говорит, что эти аяты были ниспосланы относительно мусульман, однако они проявили неверие по причине насмехательства, которое от них произошло. Также это мнение шейха Мухаммада ибн Абдиль-Вахаба, алейхи рахматуллах, и также мнение его внука Сулеймана ибн Абдиллаха, рахимахумуллаху аджмаин. Пятый рассматриваемый вопрос. Становится ли кафиром тот, кто насмехается над Аллахом или его посланником, если он не подразумевал куфр, то есть сердце не подразумевал куфр, не намеревался совершить куфр? И шейх отвечает: тот, кто поразмышляет над положением этих людей, которые вышли с пророком саллаллаху алейхи вассалям в походе на Табук, знает, что они сказали эти слова, насмехаясь. И они сказали эти слова для того, чтобы друг другу облегчить, то есть чтобы облегчить себе тяжесть пути, и то есть чтобы скоротать время и облегчить себе тяжесть сафара. Однако вместе с этим Всевышний Аллах посчитал их кафирами в его писании, где он сказал: «Ля та'тадиру кад кафартум ба'да иманикум». Не оправдывайтесь, вы стали неверующими после того, как уверовали. Сказал шейхуль Ислам Ибн Таймия, алейхи рахматуллах: «Далля аля аннахум лям якуну инда анфусихим кад атау куфра, бал занну анна далика лейса бикуфр. Фабуйина анна al-istihзаа биллахи ва расулихи якфуру бихи сахибуху ба'да иманих. Фадалля аля аннаху кана индахум иманун даиф. Фафа'алу хаза al-мухаррам الذي عرفوا أنه محرم ولكن لم يظنوه كفرا وكان كفرا كفروا به فإنهم لم يعتقدوا جوازه». Шейх говорит, и это указывает, что они не считали это куфром, что они не считали, что они впали в куфр. Они думали, что это не является куфром. И затем было разъяснено, что насмехательство над Аллахом и его посланником является куфром, после которого человек выходит из веры, его вера нарушается. И это указывает, что у них была слабая вера, и они совершили это запретное, которые знали, что это запретное, но не знали, что это
куфр. Но это было куфром, и они не оправдались этим и стали кафирами. И далее шейх говорит, они не были убеждены, что это дозволено, что насмехательство над Аллахом и его посланником, что это дозволено. Но они не знали, что это куфр. И вместе с этим Всевышний Аллах не оправдал их по невежеству. Они знали, что это мухаррам, что это запретное. Поэтому человек, если что-то совершает, он знает, что это харам, но не знает, что это куфр. И когда он это совершил, в итоге он узнает, что это куфр, он все равно становится кафиром. Нет ему оправданий. Конец его слов шейху ислам ибн Таймия, алейхи рахматуллах. Также шейху ислам ибн Таймия сказал: وبالجملة فمن قال أو فعل ما هو كفر كفر بذلك وإن لم يقصد أن يكون كافرا إذ لا يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله. И в общем, подытоживая, он говорит, что тот, кто сказал или совершил действие куфра, или сказал слово куфр, он становится кафиром тем самым. Даже если он не намеревался стать кафиром. И далее шейх говорит, потому что намеревается человек, чтобы такого было, что человек намеревается стать кафиром, этого не бывает, кроме как если Аллах Всевышний пожелает. В основе что люди делают? Они совершают куфр или ширк не потому, что они хотят этого, потому что они намереваются совершить куфр или ширк. Они совершают его, думая, что это дозволенное, думая, что это религия, думая, что это истина и так далее, или по причине невежества и так далее. И нет им оправдания. И это же говорит шейх аль-Ислам ибн Таймия, алейхи рахматуллах, что является ясным, что шейх аль-Ислам ибн Таймия, алейхи рахматуллах, не оправдывал по невежеству. Шестой рассматриваемый вопрос разновидности насмехательства. И оскорбление тем более входит туда. Первый вид – это насмехательство над Аллахом или его посланником, или над наградой Аллаха, или над его наказанием. И тот, кто делает подобное насмехательство, он становится муртаддом, вероотступником. И сюда входит оскорбляющий тем более. Сказал шейх аль-Ислам ибн Таймия, алейхи рахматуллах: فإنا نعلم أن من سب الله ورسوله طوعا بغير كره بل من تكلم بكلمات الكفر طائعا غير مكره ومن استهزأ بالله وآياته ورسوله فهو كافر باطنا وظاهرا. Он говорит, и мы знаем, что тот, кто оскорбил Аллаха и его посланника добровольно, то есть не находясь в принуждении, или кто сказал слова куфра добровольно, не находясь в принуждении. Опять-таки заметьте слова шейху аль-Ислам ибн Таймия, алейхи рахматуллах, что он не оправдывает по невежеству. И тот, кто насмехается над Аллахом и его знамениями, и его посланником, что такой становится кафиром внешне и внутренне. И далее он говорит: وأن من قال إن مثل هذا قد يكون في الباطن مؤمنا بالله وإنما هو كافر في الظاهر فإنه قال قولا معلوم الفساد بالضرورة من الدين. Он говорит, а что касается того, кто говорит, что подобный, который насмехается над Аллахом и его посланниками и так далее, что он внутренне верит в Аллаха, но внешне является кафиром, он говорит, что эти слова приводят к нечестию на земле. То есть эти слова приводят к нечестию в религии и на земле. Конец его слов. И также передали единогласие, консенсус передали на куфр того, кто оскорбляет Аллаха и его посланника Исхак ибн Рахавей и имам Малик, и шейх аль-Ислам, и Ибн Хазм, и Аль-Кади Ияд, и другие помимо них из числа ученых. Второй вид – это насмехательство, положение насмехательства над сподвижниками, то это имеет подробность, то есть это нужно разъяснить. Первое – сподвижники посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, которых Всевышний Аллах похвалил во многих местах в его писании. Сказал Всевышний Аллах: وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Аллах доволен первыми из числа мухаджиров и ансаров, которые опередили остальных, и теми, которые последовали строго за ними. Они также довольны Аллахом. Он, то есть Всевышний Аллах, приготовил для них райские сады, в которых текут реки. Они пребудут там вечно. Это является великим преуспеянием. И также сказал Всевышний Аллах: Мухаммадур Расулуллахи валладзина ма'аху ашиддау алял куффари рухамау байнахум. Ашиддау алял куффари рухамау байнахум тарахум ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. Мухаммад, посланник Аллаха, те, которые вместе с ним суровы к неверующим и милостивы между собой. Ты видишь, как они кланяются и падают ниц, стремясь к милости от Аллаха и довольству. И тот, кто оскорбляет их после того, как до него дошли эти аяты, после этих аятов, то он отвергает Коран. И тот, кто оскорбляет
в общем всех сахабов, кроме малого количества из них, то такой становится кафиром. Сказал шейх аль-Ислам ибн Таймия, алейхи рахматуллах: «Ман за'ама анна ас-сахабата иртадду ба'да расулиллахи илля нафаран калилан ла яблугуна бид'ата ашра нафсан, ау аннахум фассаку амматахум, фахаза ла райба фи куфри». Кто утверждает, что сподвижники стали муртаддами после посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, кроме малой группы из них, которые не доходят до 20, или что они почти всех считают фасиками сахабов, то нет сомнений в куфре этого человека. Конец его слов. И также сказал Абу Зар'а ар-Рази в том, что передает от него Аль-Хатиб фил Кифая, книга Аль-Кифая: «Ида руайта ар-раджуля янтакису ахадан мин асхаби Расулиллахи саллаллаху алейхи вассалям, фа'алям аннаху зиндик». Если ты увидишь, что кто-либо дискредитирует кого-либо из сподвижников посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, то знай, что такой зиндик. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. И это по причине того, что посланник для нас истина, и Коран истина, и нам передали Коран и сунны пророка, саллаллаху алейхи вассалям, кто? Это сподвижники посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم أولى وهم زنادقة. И далее шейх говорит: однако эти люди, они хотят дискредитировать наших свидетелей, которые нам передали Коран и передали сунны пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Для чего? Что они преследуют? Они преследуют тем самым сделать недействительным Коран и сунну. И далее шейх говорит: и они больше заслуживают дискредитации, вот эти люди, которые так говорят, и они являются зиндиками, занадиками. Конец его слов. Сказал шейх Мухаммад ибн Абдул Вахаб, алейхи рахматуллах: «Фаман саббахум факад халяфа ма амар Аллаху мин икрамихим, ва ман и'такада ас-су'a фихим куллихим ау джумхурихим, факад каззаба Аллаха та'аля фима ахбара мин камалихим ва фадлихим, ва муказзибуху кафир». Он говорит: кто оскорбляет сподвижников, то такой противоречит тому, что велел Аллах в отношении сподвижников, а это оказывает им почет. И кто убежден в плохом, то есть он убежден, думает плохо о них, о всех или о большинстве из них, то такой отвергает Аллаха субханаху ва та'аля в том, что Всевышний Аллах нам рассказал о их совершенстве, о их превосходстве. А тот, кто отвергает Аллаха, является кем? Является кафиром. Конец его слов. Второе, если он оскорбляет одного сподвижника или малую группу из числа сподвижников, не подразумевая их религиозность, однако он обвинил кого-то из них в трусости, скупости, то такой не становится кафиром, но он наказывается, та'зир делается, телесные наказания. И здесь причина, то есть если он оскорбляет их, пороча их в религии или справедливости, то он становится кафиром тем самым. А если же он оскорбляет их, не пороча их религии и так далее, но подразумевает тем самым что-то из вещей дунья, как, например, он обвиняет их в трусости, в скупости, или он к ним какую-то ненависть проявляет по причине каких-то качеств, не по причине религиозности, не по причине того, что их справедливости, то такой не становится кафиром. Сказал Аль-Харис ибн Атба: Умар ибн Абдул-Азиз, к нему привели одного человека, который оскорблял Усмана, радийаллаху ан. И он сказал: «Ма хамаляка аля анта субба». Что тебя побудило оскорбить Усмана, радийаллаху ан? Он сказал: «Убгидуху», я ненавижу его, я не люблю его. И далее Умар ибн Абдул-Азиз сказал: «Ваин абгалта раджулян сабабта», а когда ты ненавидишь человека, ты начинаешь его оскорблять, и сказал: «Накажите его 30 ударами плетью». И сказал Ибрахим ибн Майсара: «Ма раайту Умар ибн Абдул-Азиз дараба инсанан катту илля раджулян шатама Муавията фадараба ху асвата». Он сказал, что я не видел, чтобы Умар ибн Абдул-Азиз кого-то бил плетью, кроме человека, который поругал Муавию, радийаллаху ан. И эти обе истории передал Аль-Лялякай. Седьмой рассматриваемый вопрос. Насмехательство над приверженцами религии и благодеяний, как ученые, приверженцы религии и добродетели, как ученые, то это насмехательство имеет разновидности. Первое. Если он насмехается над их телесным или их нравственным качеством, как, например, он насмехается над каким-то ученым из-за его речи, да, как он ведет речь, или как он ходит, или насмехается над его обликом, чтобы
посмеялись те, кто вокруг него, но не насмехается по причине того, что этот ученый, он придерживается религии, то это является мухаррам, запретным. Потому что Всевышний Аллах сказал: «Я айюхалладина аману ла ясхар каумун мин каумин аса ан якуну хайран минхум ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب». Вот те, которые уверовали, пусть одни люди не насмехаются над другими, ведь может быть, что те лучше них. И пусть одни женщины не насмехаются над другими женщинами, ведь может быть, что те женщины лучше них. Не обижайте самих себя из друг друга и не называйте друг друга оскорбительными прозвищами. Скверно называться нечестивцем после того, как уверовал, а те, которые не раскаются, окажутся беззаконниками. Второе, если он насмехается над человеком, который является из числа тех, кто придерживается религии, добродетелей, из-за вражды между ними, и насмехается над его бородой. И он захотел его высмеять тем самым и выместить на нем свое зло, то такой не становится кафиром, и такой не впал в действие, уводящее из ислама, но он совершил мухаррам, запретное. Третье, если он насмехается над учеными, над религиозными людьми добродетелей, по причине их знаний, по причине их добродетелей, и потому что они придерживаются религии, то это является куфром и вероотступничеством. Потому что это насмехательство над религией. То есть насмехательство над религией побудило его к тому, чтобы он насмехался над ними. Как те, которые сказали: мы не видели более лживых, более прожорливых и более трусливых, чем эти наши чтецы. И Всевышний Аллах, что им сказал? Он сказал, и Всевышний Аллах не спасал аяты, сказал: если ты их спросишь, они непременно скажут: мы лишь болтали и забавлялись. Скажи: над Аллахом, Его знамением и Его посланником вы насмехались. Не оправдывайтесь, вы проявили неверие после вашей веры. Если мы простим кого-либо из вас, то накажем других по причине того, что они являются беззаконниками. Также Всевышний Аллах сказал: «Инна аллазина аджраму кану мин аллазина аману ядхакун». Грешники смеялись над теми, которые уверовали. И также сказал Всевышний Аллах: «Зуйина лиллазина кафару л-хаяту д-дунья ва ясхаруна мин аллазина аману». Тем, которые не уверовали, была приукрашена эта дунья, этот мир. И они насмехаются над теми, которые уверовали. И спросили шейха Хамд ибн Атика, рахимахуллах, о значении слов ученых фукаха, кто сказал о фукайи, уменьшительном, о маленький факih, что такой становится кафиром. Его спросили, в чем здесь смысл, то есть суть насмехательства. Это насмехательство над человеком или же насмехательство над тем, что у этого человека есть знания. И является ли это куфром, выводящим из религии? На что шейх ответил: в первую очередь ты должен был упомянуть, кто это сказал из ученых фукаха. Далее он говорит: и знай, что ученые пришли к единогласию, что тот, кто насмехается над Аллахом или его посланником, или его писанием, или его религией, что такой становится кафиром. Также становится кафиром, кто скажет слово или совершит действие, ясное в насмехательстве. И они привели в качестве довода слова Всевышнего Аллаха: если ты их спросишь, они непременно скажут: мы лишь болтали и забавлялись. Скажи: над Аллахом и Его знамениями и Его посланником вы насмехались, не оправдывайтесь, вы проявили неверие после вашей веры. И далее шейх говорит: и причина неспослания этих аятов известна. А что касается слов говорящего о фукайи, о маленький факih, или о увайлим, маленький алим, или о мутайуя, то маленький подчиняющийся, и тому подобные слова, если он тем самым намеревается насмехаться или шутить над фикхом, или знанием, или подчинением, то такой становится кафиром, который выходит из религии. Его призывают к покаянию. Если же он не покается, его убивают как муртадна. Далее шейх говорит, что касается твоих слов, являются ли эти слова насмехательством над самим человеком или над его знанием? Шейх говорит, если ты спрашиваешь о том, что подразумевает этот человек, он говорит: удивительно это с твоей стороны. А если же то есть он не может знать, что он подразумевает, в сердце. Далее он говорит: а если же твой вопрос заключался в причине хукма, то мы говорим причине хукма этого человека, то мы говорим, внешне эти слова указывают, что он имел в виду фикх, что он имел в виду знание, или имел в виду подчинение. И ему дается хукм в соответствии с этим. Почему? Потому что он может насмехаться над человеком другими словами, то есть не говоря именно эти слова. И когда он оставил другие слова и упомянул именно эти слова, то мы даем ему хукм в соответствии с этими словами.
И далее шейх говорит: однако Аллах принимает покаяние от своих рабов и прощает плохие дела. Конец его фатвы, алейхи рахматуллах. 8 рассматриваемый вопрос. Многие числа ученых разделили насмехательство над тем, с чем пришел посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, на два вида. Как шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб и Хамд ибн Атик и так далее. Первое — это явные насмехательства, как те, которые сказали: мы не видели более прожорливых и более лживых и более трусливых, чем эти наши чтецы. И тому подобные слова, которые исходят от насмехающихся. То есть явные слова. Второе — это неявное насмехательство. И шейх говорит: «Ваху аль-бахру аллади ля сахиля лах». И это насмехательство подобно бескрайному морю. Как, к примеру, подмигивать глазами, или вытаскивать язык, как собака, или делать утиные губки. То есть вытягивать так губы, делать утиные губки. Или делать всякие знаки, вот так, всякие знаки, как это многие делают во время чтения книги Аллаха, или во время цитаты сунны пророка, саллаллаху алейхи вассалям, цитируя сунны пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Или когда человек велит совершать одобряемое и запрещать совершать порицаемое. 9 рассматриваемый вопрос. Положение сидеть в тех местах, где проявляют неверие или насмехаются над Аллахом или его посланником или его знамениями. Первое. «Ин анкараха фахаза хуа аль-ваджиб алейхи ма аститаати». Если он порицал это, то это является обязательным для него, если он имеет на это возможность. Второе. «Ин лам ястати аль-инкар фаль-ваджибу алейхи аль-хуруджа мин хаза аль-макан». Если он не может порицать, то он обязан выйти с этого места. Третье. «Ин лам юнкир ва лам яхрудж баль джаласа ма'ахум ма аститаатихи аль-хуруджа фахукмуху хукмуху филь куфр». А если же он не будет ни порицать, ни выходить с этого меджлиса, напротив, он будет дальше с ними сидеть, имея возможность выйти, то его хукм этих же людей в куфре. Потому что довольство куфром является куфром. То есть это илля такфири. Сказал Всевышний Аллах: وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مثلهم إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا. Он, то есть Всевышний Аллах, уже не спаслал вам в Писании, чтобы вы не садились вместе с теми, если услышите, то есть не садились вместе с ними, насмехающимися, если услышите, как они не веруют в знамения Аллаха и насмехаются над ними, пока они не увлекутся другим разговором. В противном случае вы уподобитесь им. Воистину Аллах соберет вместе всех лицемеров и неверующих в гиене. И на этом закончим. Субхана раббика раббил иззати амма ясифун, ва салямун аля мурсалина, вальхамду лилляхи раббил аламин.